Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. В Башкирии есть общественная организация «Башкорт», которую принято считать самостоятельной. Башкиртовцы действительно ведут смелую политику в республике. Они оппонируют даже самому главе Башкирии Радию Хабирову и его администрации. Они поднимают острые экологические проблемы в республике и выступают в защиту священной для башкир горы Куштау. За такую открытую и принципиальную политику власти республики то и дело преследуют башкиртовцев, разбираются с ними в судах. Мы видим и понимаем, что в деятельности организации есть мотивы и действия, призванные сохранить башкирский язык и башкирскую идентичность, и это похвально. Но у нас есть вопросы к организации касательно отношения к татарам Башкортостана. Смотрите сами. На прошлой неделе башкиртовцы в своем телеграм-канале опубликовали какой-то сюрреалистический бред башиста-татарофоба Ильгиза Шамсетдинова. Этот персонаж у себя на странице в Фейсбуке написал, что татарский язык на самом деле это башкирский язык, что татары на самом деле это чуваши, и в средние века они разговаривали на чувашском языке. Но потом обратились к башкирам, позаимствовали их язык и назвали его татарским. По словам этого Шамсетдинова, казанские историки об этом умалчивают, и обет молчания в свое время держал даже сам Шигабуддин Марджани. Мы сначала подумали, что таким образом ребята из Башкирта на самом деле решили потроллить татар. Ничего в этом нет страшного, потому что татары тоже умеют троллить в соцсетях. Но запись с бреднями Шамсетдинова башкирты опубликовали лишь в своем телеграм-канале. В то же время башкиртовцы абсолютно справедливо возмутились, что власти Башкирии намерены 25 апреля провести онлайн-диктант на башкирском языке. Будет представлена возможность написать диктант и на северо-западном диалекте башкирского языка. Чтобы вы понимали, на северо-западе Башкортостана проживает значительная часть татар республики, и они разговаривают обычно на литературном татарском языке. Этот факт не дает покоя башкирским этномиссионерам, поэтому они решили переименовать татарский язык татар северо-запада Башкирии в диалект башкирского языка, а самих татар Башкирии записать в башкир, которые забыли свое шеджере и не знают свои башкирские гены. Башкиртовцы такую идею проведения башкирского диктанта считают актом лингвистического вандализма. Думаю, татары Башкирии тоже могут согласиться с таким мнением, сказав, что это еще и акт вандализма по отношению к татарскому языку. Но у нас вопрос, почему башкиртовцы в таком случае популяризируют бредни Шамсетдинова? Уважаемые участники и сторонники организации, может быть, уже наступило время, когда нужно определиться своим отношением к татарам Башкирии. Поймите правильно, ваше поведение слегка напоминает биполярку. И мы не имеем в виду психическое расстройство, нет. Просто вы колеблетесь между двумя полярными позициями. Продолжаем рассказывать о татарах, которые приносят вклад в борьбу с коронавирусом. Сегодня мы вам расскажем о 30-летнем Ильназе Имаддинове. Он один из разработчиков вакцины от коронавируса. Сейчас Ильназ Рамисович работает в Российском центре вирусологии «Вектор». Он стал одним из 60 добровольцев, которых 29 июня специально заразят коронавирусом, сделают укол вакцины и будут целые сутки наблюдать, есть ли аллергия, воспаление и другие реакции организма. Ильназ Имаддинов добровольно вызвался участвовать в этом эксперименте, потому что он уверен в результатах своей разработки. Что на сегодня известно о нем? Молодой ученый родился в Татарстане, в Ульяновске. Он закончил Государственную сельскохозяйственную академию. С юности он брал призы на многочисленных олимпиадах по биологии.
После окончания вуза он направился работать в исследовательский центр вирусологии и микробиологии во Владимирской области. Ильназ Имаддинов защитил диссертацию, посвященную вирусу лихорадки долины Рифт в Африке. Свое исследование он подготовил тогда, когда ему было всего лишь 24 года. Такого одаренного парня не могли заметить в исследовательском центре «Вектор» и взяли его на работу. Судя по соцсетям Ильназа, к алкоголю и курению он относится негативно. И перед нами действительно человек, увлеченный наукой. Будем надеяться, что испытания вакцины пройдут успешно. И пожелаем Ильназу здоровья, крепости духа и еще больших научных свершений. Согласитесь, что сериал «Зулейха открывает глаза» сложно назвать приятным и полезным для просмотра фильмом, когда сидишь в самоизоляции. Буквально недавно на YouTube выложили в отличном качестве фильм «Мулла», снятый по мотивам произведения татарского драматурга Туфана Миннуллина. В первый раз широкой публике фильм показали в Казани в 2018 году во время мусульманского кинофестиваля. Более 30 тысяч человек уже просмотрели этот фильм, и их отзывы положительные. Я сам остался приятно впечатлен этим фильмом. Раньше я уже видел это произведение в театре. Все так же вызывает эмоции, хватает за душу и навевает на глубокие рассуждения. Сами понимаете, театральная пьеса существенно отличается от кинопроизведения. Напомним, что этот фильм был создан благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и руководителя аппарата президента Азгата Сафарова. В общем, мы вам рекомендуем посмотреть этот фильм. Желательно бы, чтобы каждый татарин его просмотрел, и не один раз. На этом месте те, кто не смотрел фильм, могут выключить наше видео, потому что сейчас будет спойлер. По пьесе Миннуллина главного героя Муллу Асфандияра хулиганы убивают. Может быть, для театрального представления в этом нет ничего плохого, но фильм более реалистичен. Он более глубоко передает образы героев и их мотивы. Убийство Муллы может быть воспринято татарской аудиторией как расстрел их надежды на духовное выздоровление и возрождение в современных условиях жизни. Президент Татарстана Минниханов в полушутливом и полусерьезном тоне согласился авторам выделить деньги, но при одном условии – Мулла не должен быть убит. Поэтому у фильма есть хэппи-энд, и вы знаете, не зря. Время сейчас сложное, тяжелое, еще непонятно, что нас ждет впереди, поэтому надежда должна жить. Кстати, у вас есть возможность во время просмотра фильма включить субтитры и подтянуть знание татарского языка. Приятного вам просмотра!